Эксперты Организации Объединенных Наций поприветствовали улучшение условий жизни в Казахстане, но заинтересовались, почему в стране такой высокий уровень коррупции. На этой неделе в Женеве делегация Казахстана представила свой отчет в Комитете ООН по экономическим, социальным и культурным правам. Заместитель министра труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев рассказал о сокращении бедности в Казахстане и улучшении благосостояния граждан Казахстана. Доля населения, чей доход ниже черты бедности, сократилась почти с 13% до 3,5%. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 3 года и составила 73 года, сообщил экспертам Нариман Мукушев. Он также рассказал о повышении рождаемости и сокращении масштабов материнской и детской смертности. Представители делегации Казахстана сообщили о социальных программах, которые приняты в стране. После доклада эксперты ООН задали ряд вопросов. Они интересовались тем, что делает правительство для обеспечения гендерного равенства, отметив, что женщины-депутаты по-прежнему составляют не более четверти парламентариев. Кроме того, члены Комитета ООН выразили удивление тем, что в Казахстане существует более 200 профессий, запрещенных для женщин. А после информации об успехах Казахстана в борьбе со взятками эксперты напомнили делегации, что страна занимает 124 место в мировом индексе по уровню коррупции. Эксперты также выразили беспокойство, что в Казахстане существуют препятствия в доступе на рынок труда для определенных групп населения, в частности инвалидов и беженцев. Окончательные выводы и рекомендации для Казахстана Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам вынесет в конце сессии, которая продлится до 8 марта. В декабре 2018 года Общественный фонд Transparency Kazakhstan направил в Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции предложение о создании публичного реестра лиц, осужденных за коррупцию. 25 февраля фонд сообщил, что в агентстве предложения общественников подвергли сомнению. Отказ мотивировали рисками психологического давления на родственников и тем, что приговора суда достаточно.